Мы все болели за Торпедо уже, наверное, с класса 7-8 мы уже ходили на стадион, мы уже стояли на фанатском секторе, нам было это очень интересно. Всю жизнь, все детство провел на Автозаводском районе. Ну, еще я был мал для возраста, для того, чтобы пойти заниматься. Я приходил к брату на тренировку и становился в зале и просто стучал мячом в стенку. И потом, когда уже достиг того возраста, когда набирались группы, я пришел в школу Автозаводец. Все, кто там вырос, мы ходили на футбол, ходили на стадион и видели, как это престижно быть футболистом Торпедо, потому что очень много людей приходило на стадион. Футболисты довольно-таки на то время очень хорошо зарабатывали по сравнению с обычными людьми, вот как там мои родители, которые там работали на заводе. Вот, поэтому весь Автозавод, Шабаны, Чижовка, мне кажется, мечтали. С кем я вырос, с кем я дружил на районе. Мы все болели за Торпедо уже, наверное, с класса 7-8 мы уже ходили на стадион, мы уже стояли на фанатском секторе, нам было это очень интересно. И я рад, когда сейчас, спустя там сколько, 15 лет, я прихожу и вижу своих друзей на фан-секторе, и, блин, это дорогого стоит, если честно. Детско-юношеский футбол в Торпедо, как бы мы не были сильно избалованы. Вот. Тренировки зимой проходили в зале на Котовского, который был непригоден для занятия футболом, так как это было обычное здание, в котором для того, чтобы крыша не обваливалась, посреди стояли колонны. И вот мы как-то там тренировались, оббегая эти колонны. Это либо проходило в коробке, на стадионе Торпедо раньше была коробка, там такая была крошка резиновая. Тренировались там, либо в Чижовке на поле, где был просто песок, и мы ходили мыться под колонку. И нам было все равно, мы все равно любили это. Помню, когда уже началось лицензирование, нам футбольный клуб Торпедо предоставлял автобусы. Мы ездили на том же автобусе, что и основная команда. Это было круто. У нас были желтые майки 54 размера, обычные ХБшные, на которых нам под трафарет краской набивали номера, кто какой хотел, и мы играли. Они были, у меня отец 110 килограмм, и я ребенок 10-летнего возраста, они примерно подходили к моему отцу. У нас уже был, получается, последний год Торпедо, как бы мы должны были выпускаться. Был такой тренер Зиборов у нас и директор Гориценко. Вот. И мы хорошо шли довольно-таки, и он решил убрать его. Я был капитаном команды, вся команда не поддержала это мнение, и мы не вышли на игру в качестве протеста, наверное, тренера. Потому что его все очень сильно уважали, и мы как бы не понимали этого действия. Пускай бы мы доиграли вместе с ним, а потом уже делали, что захотели. Мы поддержали его и не вышли на игру. Нам сказали, все, типа, ищите себе команды. И вот Зиборов мне помог найти, предложил меня в Дариду. Тогда еще Саша Гапанович, Макс Курацкий, по-моему, со мной были тоже в Дариде на просмотре. Это то, где мы жили. Раньше было такое время, что если ты будешь давать себя в обиду, тебя все время будут бить поджопники, поэтому нужно было быть личностью, отстаивать себя, и даже где-то ты мог за это получить, за свои слова, но нужно было... Это, мне кажется, характер нашего района, а не то, что Торпедо. А так как в Торпедо очень много ребят с нашего района, поэтому, наверное, так. Было это очень... Так как у нас был практически, я же говорю, вот мы уже должны были подходить все под дубль, и клуба не стало, конечно, нам стало очень обидно, потому что мы с 8-7 лет шли к тому, чтобы стать игроком Торпедо, и тут такая ужасная ситуация, клуба не становится, и вот ты думаешь, все, кому мы теперь нужны? Вроде как все получалось, все хорошо, потом хоп, армия, и что-то придя с армии, я уже подумал, наверное, уже все, потому что я несколько раз заканчивал с футболом, уходил там и на дзюдо, и чем я только не занимался, вот, возвращался, думаю, третий раз уже, наверное, все, но нет.
Да нормально, нужно туда сходить на полгодика. По крайней мере, раньше было. Сейчас не знаю. Семья обычных рабочих. Отец работал на МАЗе в литейке, мастером литейного цеха, а мать на шарикоподшипниковом заводе. Наверное, тоже благодаря футболу я с ней познакомился. Вот. Благодарен судьбе за то, что мы повстречали друг друга. Вот. И в скором времени у нас все придет к тому, что мы поженимся. Вот. И за это я очень благодарен. Больше всех, наверное, у меня стала футбол смотреть мама. Она у меня смотрит уже все. Они такие же люди, там есть и очень удачные бизнесмены, и простые рабочие. Им это интересно. Ради этого и хочется играть в футбол, поэтому я не знаю, кто их осуждает, что они какие-то там бандиты, хулиганы. Нет, это не так. Это простые люди, которые нашли такой способ выражения своих эмоций, знаете. Кто-то пьет, на улице и так свои эмоции выхлестывает. А кто-то пришел на стадион, покричал, а он и эмоции выхлестнул, и поддержал команду, и у него есть какой-то интерес. Поэтому я осуждаю тех людей, кто осуждает фанатов. Ребята, у вас суперские условия по сравнению с теми, в которых начинали мы, поэтому терпите, работайте. Работайте не только на тренировках, но и после. И нужно ставить себе маленькие цели и шаг за шагом идти к ним. Поэтому сразу с неба вам ничего не обвалится, это точно. Поэтому только через работу, через труд вы можете чего-то добиться.